Передать свой непростой жизненный опыт на бумаге, сделать это с душой, что самое главное, во благо людям. По мнению поэта Владимира Саблина, это и есть самый добрый пример заботы о человеке. Свой творческий путь абхазский поэт начал еще в школьные годы. О том, что плоды его дела будут интересны многим и обретут популярность, и не предполагал. Я после армии начал по-настоящему работать. Причем не думая, что это будет печататься или нет. Я просто свою душу излагал в этих строчках. Вот у меня, например, есть такая строчка в одном стихотворении. Я лучше что-то потеряю, чем что-то не мое найду. То есть я людям это передаю, понимаете, как какое-то праведное отношение к жизни и окружающей среде. Я заботился о людях, чтобы что-то им передать доброе, как говорится, святое. Как рассказывает Владимир Саблин, все стихотворения наполнены философской лирикой. В заключительной 7-й книге под названием «Прозрение. Миг. Священный миг», которая была опубликована в 2015 году, представлено 630 стихотворений совершенно разной тематики. Это и любовь к природе, к жизни, семье и, конечно же, родине. И несмотря на не покидающую его музу, Владимир Саблин пока не задумывается о написании новых произведений. Уже года 2 не пишу ничего. Потому что в мире такой тарарам идет. Кому сейчас стихи нужны? Единицам. В лучшем случае на сотни человек. Единицы еще украшают себя, свою жизнь стихами. Свой почтенный возраст 90-летия Владимир Саблин отметил еще в декабре 2019 года. Однако провести подобное мероприятие в кругу друзей по ряду объективных причин ранее не удавалось. Открывая встречу, сотрудник Национальной библиотеки Владимир Никонов поднял тему национальной принадлежности поэта, отмечая, что если любовь к Абхазии у Владимира Саблина в крови, то любовь к России возникла в период его становления. Вопрос возникает, какой он поэт, вернее сказать, чей он поэт, русский или абхазский. Все-таки, наверное, абхазский. Владимир Григорьевич в Абхазии родился, и все абхазское. Не то, что он там впитал, освоил, просто ему это было дано с детства, дано от рождения. Скажем так, это поэт, воспевающий Абхазию на русском языке. Тем не менее, он и русский поэт. Что абхазского? Какие черты абхазские носит в себе Володя Саблин? Верность абхазским традициям, соблюдение всех абхазских адатов и кодексов того, что мы называем апсуара. И, конечно, горячая любовь к родине, к Абхазии, частью которой он является. На встрече, посвященной 90-летию автора, также можно было увидеть и коллег-юбиляра. Перед присутствующими выступил писатель и публицист Владимир Зонтария, который является автором многих статей про Владимира Саблина. Каждая его книжка, я вам скажу, поймите этот пафос, он вполне подсказан внутренним моим состоянием на вес золота. Сейчас редкость найти такого поэта, потому что идет такое страшное обесценивание ценностей, эвальвация ценностей. И на фоне этих процессов вот стихотворения Владимира Саблина, его баллады, его выступления. Вот на Пушкинских днях он часто радует нас своим присутствием и выступлением. Это, как говорится, подарок судьбы для нас. По завершению мероприятия юбиляру были вручены книги зарубежных авторов, а публицист и писатель Владимир Зонтарий подарил поэту свое издание «Ключевые мысли», в котором отдельные страницы посвящены творчеству Владимира Саблина. Виола Барганджа, Торник Амичпа, Абазатова.